В песчаных холмах древнего уйгурского оазиса Куча на берегу реки Мызат скрывается одно из величайших духовных сокровищниц человечества. Это Кызыле, пещера Тысячи Будд. Древнейший уйгурский буддийский комплекс. Здесь буддийское искусство впервые обрело ту самую узнаваемую форму, которая сформировала облик храмов Китая, Кореи и Японии. Храмы Кызыле – это зеркало древней уйгурской цивилизации. Почти каждый буддист в определенные моменты жизни вспоминает эту фразу. Над головой каждого обитают божества. Мир богов наблюдает за жизнью людей, за каждым мгновением, за судьбой. Буддизм утверждает, что центр Вселенной – гора Сумера, берущая начало из Земли, где живут люди, а небесная сфера расположена в средней и верхней частях горы Сумеры. В пещерах Тысячи Будд уйгурского Кызыле главные композиции, такие как проповедь Будды Шакьямуни, по своему пространственному расположению символизируют мир людей. На сводах изображены джатаки или истории кармических связей, а в центральной части свода – астрономические сцены, которые по пространственному расположению как раз символизируют небесные миры. В грандиозной космологической системе буддизма небесный мир – один из важнейших, и, естественно, он стал ключевой концепцией в учении буддизма. Если вы остановитесь, поднимете голову, то вполне можете встретиться взглядом с грозным небесным существом, с горудой, птицей с человеческим лицом, парящей в небо, с пронзительным взглядом, держащей в клюве змею нарага. Здесь в полной мере явлена мощь одного из 8 видов существ-защитников Дхармы. Этот уникальный образ божественной птицы, будучи заимствован индийским буддизмом из древнего индуизма, стал одним из 8 защитников Дхармы. Дхарма – учение Будды о природе реальности и пути к освобождению от страданий. Вся живопись и архитектура пещер – это визуальное воплощение Дхармы, призванное помочь верующим постичь ее. Бог Солнца и Бог Луны парят на сводах пещер Кучара. Эти два божества, олицетворяющие Солнце и Луну, изображены либо в облике небесных царей, либо в виде природных символов. Эти фантастические и великолепные образы уйгурских пещер Кызыле, продвигаясь на восток, были впитаны обширной мировоззренческой системой буддизма, пересекли Кунлун и Памир, чтобы наконец обрести пристанище в пещерах вдоль южного пути Тиньшаня, а затем и в сердцах верующих на протяжении сотен и тысяч лет. Солнце и Луна сияют, свет переливается, но что приводит мир в движение? Среди бесчисленных объяснений буддийский ответ – ветер и ваю – бог ветра. Бог ветра с выраженными женскими формами, в руках развивается лента ветра, под сине-зелеными деревьями преображения, где небо и земля сливаются воедино. В более ранний период в Гандхаре бог ветра изображался именно так. Но бог ветра в уйгурском кучере выглядит довольно игриво, как будто что-то выдувает ртом. Образ бога ветра, дующего ртом, уже стал характерным символом древней уйгурской буддийской культуры. Как характерный элемент буддийской живописи, астрономические сцены широко распространены в регионах, находящихся под влиянием буддизма. Однако астрономические изображения в кучере имеют свое особое уникальное значение во всей мировой последовательности подобных сцен. Причина уйгурской особенности не в заоблачных высотах мироздания, а в мирской, человеческой жизни. Шелковый путь, протянувшийся на тысячи километров, связывает восток и запад, север и юг. Когда монахи, ремесленники и купцы прибывали в кучер на берега уйгурской реки Тарим, они оказывались в самом развитом оазисном государстве Центральной Азии и важнейшем центре шелкового пути. Древняя культура и преемственность уйгурской цивилизации и ключевое положение кучара на перекрестке торговых караванов Великого шелкового пути позволили всем этим удивительным элементам со всего мира собраться в здешних пещерах. Так и появились уникальные буддийские пещеры Тысячи Будд в Кызыле. Здесь корни уйгурского буддизма и тысячелетней уйгурской цивилизации. Однако в ходе исламизации значительная часть этого древнего уйгурского наследия была разрушена религиозным фанатизмом.